половина воды, туго-туго-туго вообще замешивается, потом раскатывается, тонко делаются дырочки. И в духовке я делала. С двух сторон переворачиваешь на высоком огне. Но за 18 минут не успела я. Ну, чуть-чуть не успела. А может, успела, я особо не засекала. Мы тоже вчера разговаривали, думали, что говорим, как-то ее можно и дома, наверное, научиться в домашних условиях делать мацу. Я в Google ввела, как сделать кошерную мацу, и там прямо показывает, как один дядечка еврей там быстро так ее делает. Виде появился, да? Виде, привет. Следующий Песах мацу у нас делает Жатайский. Жатайский. Жатайские. У Евгении выключен микрофон. Мацу будете делать на всю церковь. Федя, ты? Федя? Федя? По-моему, Федя это. Если у кого-то не работает звук, можете написать в чат. Пока что еще говорить У меня не можно. было интернета, представляете? У меня началась паника. У меня тоже не было, я вообще осталась. Не было паники началась. Представляете, с утра не было, только сейчас появилась. Да, только Галина. сейчас. Галина, привет, Галина. Я чуть в город за другой симкой не уехала. Галя, привет. Значит, я не одна была такая, да? Галя. Люда? Нет, не одна. Это у кого МТС? Я одна такая. Да, у кого МТС? У меня МТС. Я чуть в город не уехал за другой симкой. Мне сказали, сегодня ничего не работает. Я обратно пришла. Сегодня МТС глючит. Я в магазине не смог ничего купить. Из-за того, что МТС не работает. Ну ясно, слава Богу. Слава Богу, рада всех видеть, что живые. Никто не вознесся еще. Пока что вроде здесь в Вознесении пока что вроде нет. Ты там есть? У нас уже 37 человек. Ты не смотришь. Это, Уже 37. это хорошо очень. Некоторые уже намекают, что надо прославлять. Давайте уже начинать, уже 7 минут. Уж 2 минуты лишних, поэтому... Есть кто-то, кто знает, что кто-то еще подключается? Если нет, то тогда мы можем начинать. 36 одного не ждут, как написано. Так, куда один делать? Вышел. Вышел. Хорошо, тогда мы будем начинать. Доброе утро еще раз всем. Еще раз Христос воскрес. Сегодня иногда у нас будут какие-то заминки. У нас такое домашнее лайв, да, общение. У нас будут поздравления, домашних групп от людей. Будем поклоняться. Будет слово, будет вечеря. Так, тогда сейчас я вам всем выключаю звук. Всем выключаю звук. Пока что не разрешаю включать его. Потом у нас ролик от домашней группы «Послы Божьи».
Шалом, дорогая церковь. Привет, все возлюбленные. Так здорово было видеть вас. Кто-то машет ручкой. Я вижу только одну Владу. Сегодня у нас такое служение. Для меня первый раз онлайн. Но это ничего, что мы немножко отдалены, но мы не отдельны друг от друга. И сегодня хороший солнечный день. Я в чате церкви уже выкладывал фото из места, где мы живем. Он солнечный день, радостный день. Он теплый в меру, солнце светит. Но еще больше есть радость в том, что солнце правды, которое 2000 лет назад взошло, оно для нас воскресение Иисуса Христа. Он был распят, он был мертв, но на третий день он воскрес. Поэтому этим мы радуемся, конечно, не только сегодня одним днем, но мы можем радоваться каждый день, но сегодня мы собрались вместе. Те, кто собрались, и давайте будем славить Его, давайте будем Его прославлять, благословлять, и присоединимся к хвале левитов. Христос, Он живой, Он воскрес. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя. Доброе утро, церковь, еще раз. Как, фон слышно? Или погромче нормально? Барабан. Бочка. Гитара. Микрофон. Раз, два. Каждый день ранним утром я жажду познавать Тебя, сердцем сокрушенным пред Тобой. Божий Дух наполнен дом, мир и свет в сердце моем. Вновь войду я в новый день для Тебя. Бог живой, Ты в моей жизни действуешь, о, Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, о, я бегу в Твои объятия. Он живой, аминь. Мир жесток и полон бед, но Иисус наш яркий свет. Мы Твоей благодатью спасены. Сердцами полными огня, жаждем видеть чудеса. Действуй в нас и через нас. Бог живой, Ты в моей жизни действуешь, о, Твоя кровь омыла грех мой. Давайте будем прославлять смысл жизни каждый день, о, я бегу в Твои объятия. Он живой, Бог живой, Ты в моей жизни действуешь, о, Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, о, я бегу в Твои объятия. Я бегу в Твои объятия, мой Господь. В Твои объятия я бегу, мой Бог, всегда. К Тебе укроюсь, открой свои пути, чтоб за Тобой идти. Нести всем свет Твой, в Твои объятия я бегу, мой Бог, всегда. Тебе укроюсь, открой свои пути, чтоб за Тобой идти.
нести всем свет Твой. Ты со мною, Твой Дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса и покажи нам свою славу. Ты со мною, Твой Дух ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса и покажи нам свою славу. Бог живой, Ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о. Твоя кровь омыла грех мой. Прославлять смысл жизни каждый день, о-о. Я бегу в Твои объятия, Бог. Бог живой, Ты в моей жизни действуешь, действуешь, о-о. Твоя кровь омыла грех мой. Я буду прославлять Тебя, прославлять смысл жизни каждый день, о-о. Я бегу в Твои объятия, Бог. Я бегу в Твои, Господь, объятия. Мы бежим, Господь, каждый день, каждое утро, Господь. Мы хотим встречаться с Тобой лицом к лицу. Аллилуйя. Аллилуйя. Он достоин, аминь, друзья. Он достоин всей славы. Аллилуйя. Давайте скажем еще такие слова, как радость в сердце, у праведника радость в сердце, потому что Бог общается с ним. Радость в сердце, у праведника радость в сердце, потому что Бог общается с ним. Радость в сердце, у праведника радость в сердце, потому что Бог общается с ним. О, радость в сердце, у праведника радость в сердце, потому что Бог общается с ним. Радость перед Господом, сила моя, радость перед Господом, сила моя, радость перед Господом, сила моя. Я победитель во всем, всегда и везде, провозглашаю Ему. Радость перед Господом, сила моя, радость перед Господом, сила моя. Я победитель во всем, всегда и везде. О, радость в сердце, у праведника радость в сердце, потому что Бог общается с ним. Радость в сердце, у праведника радость в сердце, потому что Бог общается с ним. Радость перед Господом, сила моя, радость перед Господом, сила моя. Я победитель во всем, всегда и везде. Давайте скажем все вместе, друзья. Радость перед Господом, сила моя, радость перед Господом, сила моя. И я победитель во всем, всегда и везде. О! И еще радость перед Господом, сила моя, радость перед Господом, сила моя. Я победитель во всем, всегда и везде. Радость перед Господом, сила моя, радость перед Господом, сила моя. Я победитель во всем, всегда и везде. О-о-о. Аллилуйя, Ты достоин, Господь. Аллилуйя, Иисус. Ты достоин, Бог. Аллилуйя.
Давайте церковью поклонимся нашему Господу. Аллилуйя, слава Господу. Мы благодарим Тебя, мой Бог, за все, что Ты делаешь для нас, Господь. За эту возможность встречаться здесь и не оставлять Тебя, мой Бог. Спасибо за Голгофу, за победу, данную Тобой, за драгоценную кровь и за воскресение Твое. Спасибо за Голгофу, за победу, данную Тобой, за драгоценную кровь и за воскресение Твое. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо за Голгофу, за победу, данную Тобой, за воскресение Твое и за воскресение Твое. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо за Голгофу, за победу, Бог, данную Тобой, за драгоценную кровь и за воскресение Твое. И за воскресение Твое, и за воскресение Твое. Спасибо Тебе, Господь, за Твой крест, за Голгофу. Благодарим и славим Тебя, Иисус. А чем эта ночь отличается от всех остальных? Почему мы едим мацу, а не едим хлеб? Почему во все ночи мы едим разную зелень, а в эту только горькую? Потому что сегодня мы празднуем Песах, праздник свободы и освобождения. Рабами были мы в Египте, но нас вывел Всевышний. Евреи пришли в Египет и долго жили там, но постепенно фараоны стали обращаться с ними очень плохо, стали изнурять тяжелой работой. А один из фараонов приказал убивать всех новорожденных еврейских мальчиков. Но одна женщина не послушалась фараона и спасла сына, оставив его на берегу реки, где его нашла дочь фараона. Она пожалела младенца и взяла себе, назвав Моисеем. Моисей вырос, и однажды он услышал Бога, который сказал ему спасти еврейский народ от рабства и вывести его из Египта. Моисей просил фараона отпустить свой народ, но грозный фараон не только не отпустил евреев, но и ужесточил работы для них. Тогда Бог наслал 10 казней египетских. Первой казнью была вода, превратившаяся в кровь. Второй казнью стали лягушки, вылезшие из рек и заполонившие всю землю египетскую. Третьей казнью были вши. Четвертой – стаи пёсьих мух.
5-й казнью была гибель скота по всей земле египетской. 6-й – язвы и нарывы, поразившие египтян. 7-й казнью стал огненный град. 8-й – полчища саранчи, опустошившие все египетские поля. Но даже после этих казней фараон не хотел отпускать евреев. И тогда на Египет опустилась непроглядная тьма, а за ней фараона и его народ ждала самая страшная казнь – гибель всех египетских первенцев. Чтобы смерть не коснулась еврейских семей, Моисей попросил каждого принести в жертву ягненка и вымазать его кровью двери своего дома. Так страшная кара миновала те дома, на дверях которых была пометка. После этого фараон решил отпустить евреев. Они прошли через расступившееся Красное море и целых 40 лет скитались по пустыне, а в дороге ели хрустящие лепешки, мацу, такие же, как и мы едим сегодня. Наши предки так торопились уйти из рабства, что не успели испечь обычный хлеб. Сегодня мы едим горькую зелень в память о горечи лет в Египте и обмакиваем еду в соленую воду, которая напоминает нам о пролитых слезах. А почему мы едим полулежа? Во время празднования Песаха мы едим облокотившись, потому что мы свободные люди. Ведь у раба нет времени на то, чтобы есть медленно. Слава Господу! Добрый день, братья и сестры! Всех вас я поздравляю с этим великим праздником Пасхи. Слава Господу! Иисусом воскрес! И я сейчас хочу сделать короткое слово. Больше я хочу ударение сделать на Ветхом Завете, как говорится, возвратиться к оригиналу. Знаете, сейчас давно уже как бы есть тенденция такая, что ли, как бы приписывать Пасхи разные языческие как бы вот обряды, всякие традиции. Но мы хотим как бы наоборот стремиться больше к оригиналу. И давайте вот посмотрим, знаете, еще я заметил вот в эти дни, да, что мы сейчас все по домам живем, да? Слава Господу, мы все по домам. И первая Пасха, она происходила по домам. Аминь. И это очень знаменательно. Очень интересное время живем. Аминь. Я верю, что это последнее время. Аминь. Слава Господу. Знаете, слово «Пасха» происходит от еврейского глагола, означающего «пройти мимо». Пройти мимо. И, знаете, когда я пришел к Господу, первый мой пастор, он сказал, что кровь на косяках двери, она защитила от вот этого ангела-губителя. И давайте посмотрим, откроем книгу Исхода, 12 главу, почитаем, с 3 стиха почитаем. «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседа своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут, открою его и помажут его на обеих косяках и на перекладине дверей в домах, где они будут есть его. Пусть едят его, мясо его сию самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшийся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня.
А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца земли египетской от человека доска, и над всеми богами египетскими приведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет уже между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. И знаете, сейчас вот этот, то, что происходит в мире, весь мир сидит по домам, да, и язва губительная, она как будто вот ходит, и, ну, мне кажется, это очень ярко, что ли, демонстрирует то, что произошло в те времена. Аминь. И, знаете, изображенно вот в 12 главе Исхода Пасха представляет собой ясный, полноценный и даже всеобъемлющий, я бы сказал, прообраз искупления Иисуса Христа. Аминь. Когда мы читаем Новый Завет, там не так много мест Писания о Пасхе. Там есть, например, в 1 Коринфянам 5:7 Павел говорит, что Пасха наша Христос, принесенный в жертву, да? И еще там не так много как бы мест, но вот это изображенное вот в 12 главе Исхода Пасха, она можно сказать, всеобъемлющая. Она очень ясно показывает. И знаете, я размышлял в эти дни, и это вот, смотрите, когда вот в детстве, в школе часто нам задавали загадки, да, то-то, то-то, и что это означает, да? Все, наверное, мы как бы, нам задавали разные загадки, 2 конца, 2 кольца, а посередине гвоздик, например. И все говорили, это ножницы. Аминь. И, знаете, тут нечто похожее, как бы, Бог всесторонне описывает, можно сказать, это ясная как бы картина. И Он показывает эту Пасху, аминь, как оно проходило по семействам, да, и они брали кровь и помазывали, и потом Бог как бы спрашивает, что это? И, конечно же, ясный ответ – это Пасха Господня. Аминь. Слава Господу. То есть это ясная, полноценная и даже, можно сказать, всеобъемлющая картина, что такое вот Пасха, да? В Новом Завете, Иоанна 1 главе 29 стихе, Иоанн говорит, вот он, Агнец Божий. Аминь. Слава Господу. Знаете, когда я раньше читал Пасху, самое первое, то, что я увидел, это была кровь. Знаете, наш первый пастор, он сказал, что кровь Иисуса Христа, она защищает от вот этой смерти, да? То есть я увидел кровь. Аминь. Но по мере того, как я начал видеть другие как бы аспекты Пасхи, аминь. На самом деле там много что есть чего. Конечно же, это в первую очередь кровь, аминь, которые помазывали перекладины дверей, да, и косяки дверей. То есть это кровь, которая защищала нас, и она сейчас защитила нас от смерти. Аминь. И кровь Иисуса, она омыла нас. Аминь. Следующее, мы видим Агнца, аминь, которого закололи, и которого они должны были есть. Аминь. Это второй главнейший аспект вот этой Пасхи. Аминь. И все это указывает на Иисуса Христа. Следующее, мы можем видеть горькие травы, например, да? Ну, знаете, каждый вот это вот символ, образ, оно указывает на Иисуса Христа. Каждый агнец, он же есть Иисус Христос. Кровь она пролита Иисусом Христом. Аминь. Горькие травы, да? Ну, наверное, оно указывает на страдания, которые Христос понес. И также наши, как бы вот, когда мы, аспект, он важен и указывает на вот этот бриллиант, который огранен со многих сторон. Аминь. И
Также мы можем видеть, что Бог Он повелел, чтобы испекли на огне, да? Это тоже что-то означает. Потом с горькими травами. И знаете, сегодня я хотел бы сделать еще на одно, подчеркнуть, что есть еще одно как бы важное, да? Они собирались по домам. Это не было общее собрание какое-то. Все они были распределены, все они находились в своих жилищах. Они и жилище, те, кто находился в жилище, и когда это жилище было покрыто кровью, то ангел-губитель не проходил, не мог войти туда. Кровь защищала, но они должны были находиться в жилище. Если кто-то в это время гулял, наверное, там по улице, вероятно, ангел там и мог бы убить его. Они. Смотрите, что есть жилище? Жилище еще один аспект, я думаю, важнейший аспект, что мы теперь живем во Христе. Аминь. И в Псалме 90 написано, что мы живем под кровом Всевышнего, да? Под покровом Всевышнего, под тенью Всемогущего мы покоимся. Аминь. И, например, Ноя в ковчег. Те, кто вошли в ковчег, они были спасены. Те, кто вошли в свои жилища, и израильский народ по семействам, да, они собрались по своим домам. И знаете, этот год очень даже пророческо знаменательный. Мы все находимся по домам. Это просто удивительно. Как, я думаю, даже через это событие Бог, Он что-то говорит нам всем. Через это глобальное, то, что в мире происходит, все мы находимся по домам, и все мы живем под кровом Всевышнего. Аминь. И мы призвали Иисуса Христа, и кровь Иисуса Христа омыла нас от всякого греха, и язва губительная, оно пройдет мимо нас. Аминь. Слава Господу. Но важно не просто как бы то, что мы живем сейчас в домах, но важно, живешь ли ты во Христе. Аминь. Живешь ли ты в Нем. Аминь. Вот один из, я думаю, важных граней, что есть Пасха. Да, самая важная грань — это, наверное, кровь, которая была пролита, да, и агнец, которого должны были съесть до утра с поспешностью, с горькими травами и пресным хлебом. И мы можем знать из Нового Завета, что пресный хлеб — это наша чистая жизнь, да, что Павел, он призывает, чтобы мы ели этот хлеб без порока и лукавства, да, то есть вот она, мы видим, как Пасха, она раскрывается для нас, аминь. Вот что есть истинная Пасха, аминь. И давайте будем праздновать вот эту Пасху, не, как написано, не закваской, не чистоты и лукавства, да, но с пресноками чистоты, аминь. Слава Господу, будем вспоминать Господа, аминь. И будем возвещать Его кровь, и будем сегодня делать вечерю. Слава Господу. Аллилуйя. Вот такое короткое слово я бы хотел сказать. И еще раз я всех поздравляю с Пасхой. Иисусом. Ты достоин, ты достоин, ты достоин, ты достоин, ты достоин. Ты достоин, ты достоин принять всю честь, ты
ты достоин, ты достоин, ты достоин, Бог, принять всю честь. Ты оставил славу и престол, чтобы открыть нам небо дверь. О, через муки смерти ты прошел, и вся земля поет тебе теперь. Ты достоин, ты достоин, ты достоин принять всю честь. Ты достоин, ты достоин, ты достоин, Бог, принять всю честь. Будет день, когда все племена в страхе склонятся пред тобой. О, затрепещут небо и земля, как ты велик, велик наш Бог святой. Ты достоин, ты достоин, ты достоин принять всю честь. Ты достоин, ты достоин, ты достоин, Бог, принять всю честь. Ты достоин, ты достоин, ты достоин, Бог, принять всю честь. Ты достоин, ты достоин, ты достоин, Бог, принять всю честь. Там на кресте ты забрал мой грех и навсегда искупил нас. Смертью своей подарил ты мне жизнь и дом в небесах. Там на кресте ты забрал мой грех и навсегда искупил нас. Смертью своей подарил ты мне жизнь и дом в небесах. Ты достоин, ты достоин, ты достоин, ты один достоин принять всю честь. Ты достоин, ты достоин, ты достоин, Бог, принять
честь. Ты достоин, ты достоин, ты достоин, Бог, принять всю честь. Won't somebody tell me and answer if you can? I want someone to tell me, what is the soul of a man? I'm going to ask a question, answer if you can. Will anyone here tell me, what is the soul of a man? Someone to tell me, answer if you can. I want someone to tell me, what is the soul of a man? I've traveled different countries, traveled in furthest lands. Haven't found one to tell me, what is the soul of a man? Try to read it right. As far as I can understand, a man is more than his mind. When Christ went to the temple, the people all stood amazed. He was teaching lawyers and doctors how to raise a man from the grave. Someone to tell me, answer if you can. I want someone to tell me, what is the soul of a man? I need someone to tell me, please answer if you can. I want someone to tell me, what is the soul of a man? Somebody tell me and answer if you can. I want someone to tell me, what is the soul of a man?
Еще раз мир вам и добрый день, церковь, святые, все, кто смотрит и слушает нас сейчас, будет смотреть позже на нашем канале, который открылся уже, слава богу, YouTube Якутск, в записи. И приносим извинения, что качество немножко хромает, может быть, не немножко, но будем верить за лучшее, что наша техническая сторона, она будет все лучше и лучше, и в YouTube запись уже будет более качественная. Если вы до конца не поняли обрезанный ролик, в нем был смысл показать, что как евреи, они вышли из Египта, так и нам нужно выйти благодаря тому, о чем я сегодня также буду говорить. Сегодня мы празднуем с вами Христово воскресение Пасха. И часто, как уже Сава Савич говорил, из первого послания Коринфянам 5 главы 7 стиха, проповедники, они употребляли вторую часть этого стиха, где было написано: «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Да и аминь. Но как вы уже смотрели или могли видеть то, что мы хотели показать в ролике, что Пасха, она берет в начале исхода евреев. То есть это не только 2000 лет назад то, что повествует Новый Завет, но когда евреи выходили из Египта и все, что с этим связано, когда Бог их призвал через Моисея, и они показали послушание веры, когда они принесли в жертву Агнца, и то, о чем говорил Сава Савич, и они совершили Песах. И тогда немного хочу говорить об этом. Когда это происходило, там, где они были в закрытых домах, и их косяки были помазаны кровью, Бог, конечно же, ожидал от них жертвенного отношения. И также, чтобы они были очищены, они были готовы выйти из чего-то старого, чтобы войти в что-то новое. И сегодня, когда евреи, они празднуют Песах, у них есть такая традиция, они празднуют седер. Седер с еврейского — это значит порядок, такой установленный порядок, ритуал. И мы, конечно, не будем вдаваться в детали седера, как евреи отмечают пошагово. Вы немножко видели в первом ролике, что они зачем едят, когда происходит молитва и далее, далее. Но перед тем, как начинался седер, хозяин дома, он должен был совершить следующее действие. Он должен был исследовать дом, чтобы найти, не осталось ли хамец. Хамец – это такой квасной хлеб. Сегодня, когда мы будем принимать вечерю, мы будем использовать пресноки, то есть это хлеб, который маца, без заведенный, испеченный, без квасного. Но в обычной жизни евреи могли употреблять хамец, то есть квасной хлеб, но это квасной хамец – это прообраз брожения, прообраз того, что со временем может ухудшиться, пропасть, разрушиться. И поэтому сегодня мы прочитаем не только вторую часть первого послания Коринфянам 5 главы. Откройте вместе со мной, пожалуйста, Писание. Первое послание Коринфянам 5 глава. Но мы будем читать 7 и 8 стих полностью. У меня открыто Писание, у вас открыто. Прочитаем вместе 7 стиха. Итак, очистите старую закваску тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. То, о чем говорит апостол Павел, он вторит о том, о чем происходило на Песах, когда евреи, когда Израиль должны были выйти из Египта, и они должны были очистить, и это как традиция передается сегодня. И как апостол Павел призывает Коринфскую церковь на основании того, что происходило в Египте, когда Израиль выходил. То же самое сегодня это обращение к нам, чтобы мы прежде всего исследовали себя на момент того, нет ли что-то в нашей жизни того, что слишком соединено с миром, чего-то косного,
родит духовного мира, от греха, что может разрушать нас, что может отдалять нас от Спасителя и разрушить наше спасение. Это не воля Божья, аминь. Бог не хочет, чтобы мы потеряли наше спасение. Поэтому сегодня мы празднуем Пасху, сегодня мы празднуем воскресение Христова, чтобы понять, чтобы ничто не было, что может примешаться к нашей жизни из этого мира, квасного, нечистого, неправильного, недостойного. Сегодня христианство, оно в некотором смысле похоже на Израиль. Сейчас я хочу с вами перенестись немножко, вспомнить в Писании, что когда Иосиф был потерян, и 11 сыновей, Иаков, они жили в своей земле, они странствовали, они были пастухами, но в той земле происходило то, что был голод. Не было пищи, и они искали эту пищу, и они знали, что в Египте хорошая ситуация, и я не буду углубляться во всю эту историю, когда приходили одни сыновья, потом позвали отца. То есть вот они были в плохой ситуации. И знаете, как это похоже, может быть, периодически в христианстве, может быть, вот особенно христианство наше, последние 20, 30, 40 лет в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе. И вот Израиль, племя Иакова, он как глава со своими сыновьями, они отправились в Египет за лучшей жизнью. Почему? Потому что там был хлеб, там была пища. И как впоследствии выяснилось, что нашелся их предпоследний, один из младших сыновей, это Иосиф, и сын Иакова. И он очень хорошо устроился. Он был вторым человеком в Египетской империи. Как Библия говорит, он был первый после фараона. И, возможно, это было замечательное время для Израиля, для его сыновей, время благодати, время благоденствия, время избытка, изобилия. Они начали жить припеваючи, все было хорошо. Но, возможно, так продолжалось порядка 200 лет. Библия говорит, что 400 лет они были в рабстве, но, возможно, первые 200 лет они не были такими уж сложными, они были такими замечательными, все было полная чаша, все было хорошо. И Писание говорит, что пришел новый фараон, который не знал заслуг, которые сделал Иосиф для Египта. И жизнь евреев стремительно покатилась по наклонной, и становилось все хуже и хуже. И мы не будем читать всю историю, но давайте откроем Исход 2 главу. Исход 2 главу и прочитаем с 23 по 25 стих. Книга Библии Исход, 2 глава, и с 23 по 25 стих. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работ, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел, то есть увидел их Бог. Почему же Бог не помог Израилю раньше? Это очень интересный вопрос. Мы не знаем в деталях, сколько времени они уже страдали, но я взял примерно как 50 на 50, что где-то, наверное, 200 лет это было все жестче и жестче, труднее. И Библия описывает, как убивались младенцы мужеского пола, как работа становилась все тяжелее. И почему-то евреи не вспоминали Бога все это время. И вот только тогда, когда они начали стенать, они начали взывать, вопиять, Бог услышал. Почему же Бог раньше не помог им? Всемогущий, всеведущий, знающий, всеслышащий. Почему он не обратился к Богу народа Авраама, с которым у него завет? Если у вас такой же вопрос, почему Бог не помог, я вам скажу следующее. Спроси его, когда придешь на небо. Но
Наверное, возможно рассматривать так, что пока мы живем своей жизнью, пока у нас все замечательно, мы вроде помним о Боге, но нас все устраивает, и пока нас не начнет прижимать обстоятельства, какие-то трудности, нам Бог не нужен ровно настолько, чтобы Он был нашей необходимостью, нашим дыханием, нашей жизнью. Бог стал им, Он не был им нужен раньше, но вот здесь они начали вопить, они начали стенать. Возможно, стало настолько уже плохо, и, как может быть возможно, сегодня мы начинаем переживать и думаем, а что будет дальше, что мы будем переживать, и живем ли мы в последнее время или еще не в последнее, а есть ли надежда, или уже скоро конец всему. Но это не проповедь сегодня. Сегодня мы празднуем воскресенье. Что произошло, когда народ Израиля стал стенать? Заработали небесные шестеренки, и начал осуществляться Божий небесный план. План спасения Божьего народа, народа Авраама, как я уже сказал, у которого был завет с Богом. План спасения, план эвакуации. В этой ситуации даже был найден спасатель. Прошу меня понять, что я правильно говорю, не спаситель. Спаситель всего лишь один. Но найден был спасатель на данную ситуацию, данный конкретный проект. Это был Моисей, который уже был 40 лет в изгнании. Он прятался, он избегал, но Бог нашел его, и вы примерно знаете всю эту историю. Когда Бог его встретил в огненном кусте, начал говорить ему, мы опустим все эти детали. И вот Моисей приходит в Египет и начинает работать Божий план. Казалось бы, но взял бы Бог Моисея, разъяснил ему, приходишь к своим, приходишь к моему народу, раздаешь им компасы, раздаешь им карту, объясняешь, что в такое-то время просыпаемся вовремя, все собираем манатки, и в этот день, день выхода. Но, как уже говорил Сава Савич, и вот показан первый ролик, что 10 казней египетских. И тогда вы уже знаете немного о них, можете вспоминать, смотря ролик, смотря в Писание. Не знаю, как у вас, но вчера, когда я готовился, у меня как бы возник вопрос: почему? Спроси меня, почему? Вот, я увидел, что кто-то, по крайней мере, кого я вижу одного, спросил, почему. Почему нельзя было просто взять и вывести народ? Зачем надо было устраивать весь этот цирк, все эти казни, все эти фейерверки, все эти потрясения? Знаете, как сказал бы еврей на всю эту ситуацию, так и не все так легко и просто. Божий план был не просто вывести евреев из Египта. Конечно, Бог хотел вывести евреев из Египта, и Он это сделал. Но давайте прежде всего посмотрим, откроем Исайя 42 главу, 8 стих. Пророк Исайя 42 стих поможет нам понять суть ситуации. Исайя 42:8. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». То есть, другими словами, Бог хочет сказать: я ни с кем не буду делиться с тем, кто я есть. Я никого не поставлю, не дам никому шанс встать на тот уровень, кто я есть. Я только один Бог, нет другого Бога. Любые могут называть себя богами, и мы знаем в истории, мы знаем по Писанию, что в Египте было достаточно много богов. Не так много, может быть, как в Индии, но было достаточно много богов. И поэтому Бог пришел прежде всего не только вывести народ Израиля, евреев, Он пришел разобраться с идолами, Он пришел разобраться с сложными богами. И особенно, конечно, Он должен был разобраться с главным из богов Египта. И я не знаю, насколько сильны вы в истории, когда вы изучали историю Египта и всех фараонов, и всех богов. Возможно, вы могли бы мне апеллировать и сказать: ну, я знаю некоторых из них, ну, хорошо, давайте я назову некоторых из них, так, ради информативного такого понимания сути.
у них были, я даже не буду озвучивать, что боги из себя представляли, потому что каждая из казней, она примерно была тем, что осуждала и показывала бессилие богов Египта. Были такие боги: бог Ра, бог Амон, бог Анубис, бог Атон, бог Нун, ну и еще и другие. И какой же из этих бог самый главный? С кем Бог пришел разбираться? Ну, возможно, может быть, вы по наитию назовете кого-то из этих богов, но я вам скажу, что ни один из этих богов не был главным. Это были лишь только, как сегодня есть такое, знаете, современное выражение, фейковые боги. Это были выдуманные боги, это были придуманные боги, надуманные, которых, да, их боялись, да, их не знали, да, их представляли в каких-то физических проявлениях силы в тот момент. Но на самом деле Бог пришел разобраться с главным богом, имя которого было Рамсес II Великий. Это был фараон того времени, потому что в Египте считалось, что фараон – это божественная личность. И кого могли бояться люди в Египте, сами египтяне? Насколько ли они боялись, задабривая богов, но проявление так называемой силы этих богов, их воли, конечно же, проявлялось через Рамсеса, через фараона, через эту царственную личность, который издавал указы, который собирал налоги и далее, далее. И гнобил в том числе израильский еврейский народ. Рамсес II Великий. Вот с кем пришел разобраться Бог Яхве, о котором потом, позже будет узнано Моисеем, что он Яхве. Только один Бог, нет других богов. Бог, который пришел, чтобы прославиться. Бог пришел, который показать: я есмь, я один, нет другого. И поэтому первая часть, о которой мы говорим, празднуя сегодня Пасху, что нет других богов, нет другого, чему люди могли бы, даже мы, христиане, мы, может быть, не поклоняемся чему-то явно, но мы можем бояться чего-то, мы можем, как сказать, лебезить перед чем-то или страшиться чего-то, страх, что зависеть от чего-то, от ситуации, от финансовой ситуации, экономической, вирусы, что бы ни было дальше. Поэтому Бог пришел, чтобы сказать: я есть тот, кто я есть, и я один. Нет больше другого, прежде всего для Египта. Но второе, конечно же, Бог это же самое хотел сказать и евреям. Ему нужно было не просто вывести народ из Египта территориально, физически, но он хотел вывести Израиль из-под рабства в их разуме, в их жизни, в их поступках. Почему? Потому что они уже долгие годы, уже не один десяток лет, сотни лет, может быть, пару сотен лет, они были под гнетом, который был все жестче и жестче. И они смирялись. Да, наверное, они помнили, что у них есть где-то Бог Авраама, у которого завет, но обстоятельства говорили им совсем другое. Им говорили трудные работы, им говорили надсмотрщики, которые их избивали, им говорила жалкая пища, которую им давали, которой они довольствовались. И на самом деле они, не хотя, не поклоняясь, но как бы смирились, как бы согласились с тем, что фараон здесь царь, и указывает от фараона как указы, как Бога. Ничего нельзя, шаг влево, шаг вправо, ничего нельзя изменить. До тех пор, пока они уже не могли терпеть, и они начали стенать, как мы читали в Исходе во 2 главе. И поэтому Бог хотел вывести, знаете, есть такое выражение, что евреи, они вышли из Египта, но Египет далеко не сразу вышел из евреев. Бог хотел разобраться с Египтом в их сердцах. Бог хотел разобраться с рабством, с рабским мышлением, с рабским состоянием. И знаете, приведу такой пример. Буквально недавно я попал в интернете на одну ссылку. Один наш русский человек поехал на заработки. Я не знаю, с какого панталыку его понесло зарабатывать туда. Он поехал в Бангладеш. Это страна, это очень бедная страна, я не знаю, чем там можно заработать. Наверное, можно, но он не поехал с бизнес-идеей, у него не был стартап, чтобы начать что-то. У него, я не знаю, как он получил эту идею,
зарабатывать, убирать фекалии. То есть, извините, ну, просто убирать говнюшки. Вот, и сама видео, которое я смотрел, люди, которые местные, они вообще без всякого защитных костюмов, но он зашил защитный костюм, он надел на себя противогаз, что с длинным шлангом, чтобы был воздух, он полез в эту канализацию, чтобы прочищать все это так неприятно. И когда он был там, буквально 5 минут, видать, мастер какой-то спросил у одного из регулирующих эту ситуацию, сколько он там уже находится. И человек, который регулировал эту ситуацию, говорит, он говорит, уже 5 минут там. Он говорит, вы что, это слишком долго, его вытащили, он уже был без сознания, у него там перекрутился шланг, вот, и он почти чуть ли не умер. Его откачивали, его поливали водой, он был в этих фекалиях человеческих, вот, и знаете, сколько за все за это он мог получить? Всего лишь 240, не 240 долларов, не 240 евро, не 240 денег даже, которые зарабатывают в Бангладеше, 240 рублей. Это вот так же, как евреи, они уже согласились, жили, получали свои крохи, уже не было никакой надежды. Я не знаю, была ли у них надежда, когда они начали стенать, но в этом стенании Бог их услышал. Возможно, это было стенание из глубины сердца, из сокрушения, уже из невозможности просто быть в том состоянии Египта, в состоянии греха. На что можно было сказать, что жизнь в Египте это была не жизнь. И поэтому 10 казней это не было наказанием для евреев, но это была хорошая возможность встряхнуть их. Это была хорошая возможность их отрезвить, привести в чувство. Бог тем самым хотел сказать, я наказываю за все рабство. И я хочу, чтобы вы вышли из этого рабства, оставляя его там. Знаете, я думаю так, что, возможно, у них, конечно же, было это желание, почему они взывали и вопияли, вырваться на свободу. Но я думаю, что это желание было даже, возможно, больше освободиться от ненавистных рабовладельцев, чем ринуться в объятия своего Спасителя, того, кто их спасает. Да, они шли к нему навстречу, но если мы бы смотрели дальше, и вы знаете Писание, как евреи, они могли за 40 дней прийти в землю обетованную и радоваться спасению, радоваться тому, что Бог приготовил для них. Но настолько глубоко, как ржавчина, как гниль, рабство и вот эта жизнь, это мышление было в них, что им пришлось 40 лет ходить кругами, 40 лет ходить по пустыне. Так сегодня можно сказать, что и мы, христиане, иногда, кажется, воскресное богослужение, все замечательно. Как хорошо, когда мы могли собраться в воскресенье все вместе, когда из колонок прославляющие репетировали, все было хорошо, и накрытые столы, и расставленные стулья. Но сегодня нас меньше, чем мы могли прийти в зал. Сегодня, слава Богу, за тебя, что ты здесь, ты слушаешь. И мы будем верить, простираться за большее, что нас будет здесь больше, чем даже когда мы собирались в зале онлайн, когда наш канал заработает больше, когда технически мы станем, и когда мы будем не привязаны к проповеди воскресенья, когда церковь будет в понедельник, во вторник, в среду, когда ты будешь свидетелем в социальных сетях, ты будешь свидетелем своим соседям. И вот это есть церковь. Мы будем разрастаться. И тогда, когда мы соберемся, мы удивимся новым людям, которым мы не знаем воочию, которых, может быть, только видели в закрытой иконке в Zoom или еще где-то, но будем радоваться и знакомиться с ними. Поэтому как тогда, так и сейчас. Нам не нужно удивляться, что вокруг нас что-то происходит. Мир начинает трясти. Я хочу вам сказать, добро пожаловать на Божий рейс. Я не знаю, как его назвать, но Божий рейс Христова, спасение, Божий рейс Пасхи Христовой, потому что Он воскрес, мы воскресли в Нем, мы в Нем. Но это не значит, что мы свободны от турбулентности, которая будет трясти этот мир. И знаете, однажды я летел в Тбилиси,
было пасторское общение, и мне не нравится турбулентность. Турбулентность – это что-то такое, когда ты не думаешь, что произойдет в следующий момент. Будет ли хуже, контролируют ли все пилоты. Мне нравится, когда турбулентность немножко потрясет, и все заканчивается. И ты можешь тогда успокоиться, ты можешь расслабиться, подремать, возможно, почитать и просто быть в покое. Но знаете, это вот тот рейс, который турбулентность была практически все время. Все время это было так неприятно, это была очень такая сильная турбулентность. Это трясло самолет, и я никогда не переживал такого. Это было фактически до конца нашего рейса, пока мы не начали приземляться. Я не знаю, что происходило. Это еще было ночью, когда ты днем, ты можешь хотя бы поглядеть, немножко себя успокоить. Ты видишь землю, ты видишь, что там ничто не горит, как бы там самолет все. Но здесь это полная темнота. И вы знаете, я начал молиться. И больше я начал молиться, когда сказали, что если врач в самолете, потому что кому-то очень стало плохо. Я стал молиться за ситуацию, за того человека. И что интересно, турбулентность, как я сказал, она не прекратилась. Но мое сердце наполнилось миром. Божий мир пришел туда, я уже как врач готов был пойти в ту ситуацию и пойти просто послужить человеку. Но это не понадобилось, там было какое-то движение, возможно, человеку помогли, уже больше не спрашивали. Я верю, что сила молитвы, она действовала. Как я сказал, турбулентность была до конца почти такая же. Но у меня не было страха, у меня не было переживания, что произойдет. Что бы ни произошло, я знал, что Бог в моем сердце, мир, шалом наполнил, и благополучно наш самолет, слава Богу, приземлился, и я попал тогда на пасторское общение в Тбилиси. И сейчас, в это время, Бог хочет, чтобы мы, смотря то, что происходит в мире, это турбулентность этого мира, когда все трясет, все держатся за подлокотники, кто-то начинает молиться, кто-то начинает брать алкоголь, кто-то хватается за что-то, за любую возможность как-то пережить и ждать, что будет перерыв. Да, будет перерывы, да, будут послабления. Но, как я говорил раньше, и сам удивляюсь тому, вспоминаю, что говорил, что люди... Дальше все будет хуже и хуже. Но в церкви будет лучше. В церкви будет лучше. И церковь – это не воскресное богослужение. Церковь – это твои взаимоотношения с Богом. Церковь – это твой дом, твоя семья. И поэтому, как Бог, Он ожидал очищения, что Израиль, прежде чем они примут закланного агнца, запеченного с горькими травами, прежде чем они выйдут здоровыми и крепкими, они должны были очиститься, как мы читали сегодня из послания к Коринфянам, чтобы не было квасного, чтобы не было лукавства, не было ничего от плоти. И поэтому сегодня также Бог призывает: очистите старую закваску. Не открывайте местописание, но отметьте для себя Исайя 1:16, где Бог говорит: очиститесь, удалите злые деяния. Иезекииля 36:25 тоже не открывайте, но просто отметьте для себя. Окроплю вас чистую водою и очиститесь от всех скверн ваших. Сегодня это время, о котором Бог говорит. Вся турбулентность, все сотрясения, все вирусы, все самоизоляции. Это лишь только для того, чтобы мы имели очищение. Для того, чтобы мы были ближе с Богом. Для того, чтобы, если, знаете, я в Москве оставил планшет, но фактически его потеряли, я думал, все. Потому что мы уехали, нас практически выгнали из гостиницы, это отдельная история. И мы уже, когда ехали в аэропорт, я вдруг понимаю, что я оставил планшет. Я думаю, все, эти люди, они просто назло мне не вернут планшет. Я остался без хорошего, дорогого планшета, недавно приобретенного. Мы согласились, помолились, сказали: Господь, пусть твои ангелы вернут этот планшет. И потом я опущу детали, но, знаете, планшет нашелся. Эти люди, они нашли планшет, они извинились перед нами за свое поведение, я извинился перед ними, и планшет сегодня, он в правильном месте у одного брата из церкви, и теперь я жду его возвращения. То есть Бог верный, как бы что бы ни происходило. Бог, Он не оставит тебя, и знаешь, как Бог был на 100% со своим народом, когда Он выводил его. Бог сегодня хочет, чтобы мы были на 100%, простирались к Нему, чтобы мы были на 100% Божьим народом, святым, отделенным,
готовы войти в его обетование, в землю его обетований. Я думаю, что мы еще и не входили в землю пророческих действий, в землю славы Божией, в землю посещения ангелов, в землю чудес, знамений, в землю силы свидетельства, когда Бог будет свидетельствовать через тебя чудесным и славным образом. Поэтому, просто повторяюсь, как евреев трясло, когда они шли по пустыне, из них в их турбулентности вылезала гордость, лукавство, похоть. Они хотели то того, то другого, то были недовольными. Была злость и много других грехов. Так и сегодня нас, христиан, потряхивает наша плоть, трусится, когда происходят какие-то, знаете, особенные, обостренные ситуации, какие-то чрезвычайные, какие-то особые положения. Их будет, возможно, еще больше, как я сказал, с какими-то перерывами, облегчениями. Но не будет уже так, что мы вернемся назад и все будет хорошо. Сегодня христианство переживает то, что мы ждем нашего царя, что наш царь, он приготовляет свою церковь. И девы должны запастись елеем, потому что, возможно, станет еще темнее. И придет сонливость, и придет усталость, и придут какие-то духовные веяния и даже давления. И нам нужно бодрствовать, как говорит Писание, бодрствовать и молиться. И каков же выход во всем этом? Как я написал в одной социальной сети, сегодня люди, они выстраиваются, как избавиться от коронавируса COVID-19. Кто знает, может быть, придет COVID-20, 21, 25, COVID-54, какие-то моры, глады, землетрясения. Но сегодня еще не так много людей, и даже христиан, они стоят в очереди, чтобы узнать, как укрепить свое спасение, как соделать свое спасение достойным. Потому что сегодня мы не просто отмечаем Христово воскресение сегодня, что Он воскрес, Пасха. Знаете, Его воскресение, чтобы оно жило завтра, чтобы Он был воскресшим Христом завтра в нашей жизни, в наших семьях, в отношениях. И каков же выход тогда? Знаете, каков же выход сегодня, мы можем спросить, может быть, вы можете меня спросить. Спросите меня, какой выход? Дай нам ответ, какой выход? Я пока не вижу кого-то одного, кто спрашивает, какой выход. Я ждал, что вы меня спросите об этом. Но я хочу вам сказать, ответ вам нужно знать самим. В том смысле, что скоро люди начнут спрашивать вас, как нам выйти из ситуации. Мы месяц без работы, 2 месяца уже не получаем зарплаты. Как нам жить? Что, может быть, начнет трясти общество, происходить какие-то, не знаю, политические ситуации или в домах. Это уже начинает где-то бурлить в социальных сетях. И я вам хочу сказать, что выход только один. Я расскажу вам историю, которую я услышал недавно. Есть такой служитель, он индиец по происхождению, он уже очень давно живет в Америке, христианин, его зовут Рави Захариас. И он был на одной встрече, это очень интересная ситуация, он был приглашен в официальной делегации, которая встречалась с шейхами, которые являются организаторами, вы знаете, такая террористическая организация Хамас. И он был один из вдохновителей и учредителей этой организации Хамас, один из шейхов. И каждый из представителей могли задать по одному вопросу этому шейху или сказать какой-то комментарий. И вот когда очередь дошла до Рави Захариаса, он обратился к шейху и сказал: уважаемый шейх, со всем уважением я хочу обратиться к вам и задать следующий вопрос. Мы все знаем Авраама или Ибрагим по арабской традиции. Авраам, он зовется Ибрагим. Наш праотец, он праотец всех авраамических верований. Было время, когда Бог обратился к нему, потому что как Библия, как Коран говорят об этом, говорят по-своему. Коран говорит по-своему. Но он говорит, Авраам Ибрагим получил призвание от Бога, призыв взять своего сына, зайти на гору, чтобы принести его в жертву. И он говорит: шейх, давайте не будем спорить по поводу того, какого сына взял Авраам, потому что в традиции, в исламской традиции они считают, что был взят Измаил. И он сказал: давайте не будем спорить по поводу того, какого сын своих сыновей на гору Мория, чтобы принести в жертву в послушание Богу, показать Богу послушание. И когда он уже был на горе, и когда
Исаак был сделан жертвенник, и Исаак лежал на жертвеннике. И Моисей, он вознес нож над Исааком, чтобы заколоть его в знак послушания Богу. В последний момент Бог обратился к Аврааму и сказал: Авраам, остановись, у меня есть другой план, у меня есть выход в этой ситуации. И читая Писание, мы знаем, что Авраам услышал блеяние агнца. И даже Иисус, когда мы читаем Новый Завет, говорит: Авраам видел мой день. Авраам в тот день пророчески увидел Голгофу, увидел крест, увидел того агнца в кустах, и он увидел Христа распятого, Сына Божия. И тогда Рави Захария обратился к шейху и сказал: до тех пор, пока мы не примем Божий план, до тех пор, пока мы не согласимся с Божьим планом, который предложил Бог, потому что он говорит, 2000 лет назад на Голгофском кресте Бог взял своего Сына, отдал его на крест, и он был распят, и он понес грехи всего мира. Это и был ответ, который Бог предложил Аврааму, который мы имеем уже 2000 лет назад. И он говорит, до тех пор, Рави Захария сказал шейху, до тех пор, пока мы не примем Божий план и Сына, которого предложил Бог, как агнца, мы будем вести на гору наших сыновей и дочерей, которые будут погибать и умирать за власть, за землю, за влияние, за все, что хотим, как мы отцы. Поэтому, как сказал Рави Захария, есть только один ответ – это Сын Божий. Только то, что предложил Бог в плане своего спасения, только Иисус. И потом встреча закончилась, и они уже расходились по машинам. И вдруг Рави Захария услышал, как кто-то бежит к нему сзади. И к нему подбегал этот шейх. Он взял его за плечи, он развернул его на 180 градусов, взял его за щеки, похлопал по щекам, поцеловал его в обе щеки и сказал: Рави Захариас, вы очень хороший человек. Я верю, что мы еще встретимся с вами. Возможно, Бог что-то производил в одном из учредителей террористической организации Хамас. Бог знает, как это сейчас и что дальше. Но Бог через тебя, через которого сегодня смотрит и слышит, и будет возможно смотреть это в записи на Ютубе, что есть только один ответ. Это воскресший Сын, Сын Божий, Иисус Христос. Он воскрес 2000 лет назад. Но я хочу сказать в заключение еще одно «но». Это не разовое переживание как это было для евреев, выход из Египта, из мира, из того состояния, в котором они были, чтобы освободиться однажды и радоваться свободе. Свобода – это не разовое переживание, свобода – это стиль. Свобода – это и есть Христос. Бог хочет постоянного, каждодневного нашего соединения с Ним, сопричастия, чтобы мы вкушали Его Слово, Его Дух и Его благодать. Чтобы Иисус, Сын и Слово Бога был не только приятен в наших устах в воскресное богослужение и, возможно, сегодня при просмотре, но чтобы в повседневной жизни мы вспоминали Пасху, мы вспоминали Песах, закланного агнца, что все это было с горькими травами, что да, возможно, мы будем проходить через трудности, но радость наша, которая неотделима от нас, она в теле Господнем, в теле Христовом, она в нас. И мы можем делиться друг с другом, и мы можем делиться с этим миром. И чем далее, тем ближе и теснее нам нужно быть к Нему. И знаете, последний такой пример. Мир будет все больше и больше закручиваться. Это, знаете, как прообраз центрифуги, которая набирает все больше оборотов. Центробежная сила начинает усиливаться, и чем ближе ты к центру, ты будешь притянут к нему, и у тебя не будет возможности выпасть из этого движения. Но если ты будешь слаб этой центробежной силы, она просто выбросит тебя, и ты будешь где-то вовне, ты будешь наружу, возможно, ты будешь один.
Поэтому сегодня то, что мы будем делать, мы будем верой соединяться с нашим Господом не только в этой традиции, которую Иисус оставил нам в причастии и благословении Его крови и благословении хлеба, как Он сказал, что мы, вспоминая Его о смерти, мы соединяемся с Ним. И когда мы благословляем чашу, мы берем хлеб, мы благословляем хлеб, чтобы соединяться не только с Ним, но и с телом, потому что мы одно тело. Мы сегодня в разных с вами местах. Как евреи были перед выходом, они были в разных домах. Косяки их домов были помазаны кровью агнца, так и сегодня, чтобы косяки наших сердец, косяки наших отношений в домах были помазаны. И так, чтобы люди, они могли увидеть, потому что Писание даже говорит, когда они выходили из Египта, с ними вышли достаточное количество египтян, которые поняли, если мы останемся, мы погибнем. И если мы выйдем, будем живы. Мы не только живем для себя, мы живем для того, чтобы быть примером жизни для тех, кто выйдет с нами. И поэтому сейчас то, что мы будем делать, и вы можете приготовить, взять близко, мы возьмем хлеб, который из тела Христова, и хорошо, если кто-то из вас, вы смогли получить эту мацу. Если нет, не переживайте, к следующей вечере у вас будет маца, и вы сможете преломлять. Я буду молиться сейчас и благословлять хлеб, и благословлять чашу, чтобы мы могли достойно, с чистым сердцем, не так, что мы очистим его раз и навсегда, но чтобы этот Божий процесс происходил, очищая нас все больше и больше. И чем дальше мы будем идти в землю обетований, тем ближе мы были к Нему, тем мы более были готовы, мы были более отделены, чтобы быть Его народом. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за тело Христова, ломимое за нас, которое Ты предал за нас, Господь, и прошу благословить его для нас, чтобы, Господь, мы не забывали, что мы церковь, мы семья, и мы, Господь, в теле Твоем. И если мы в Тебе, Господь, то мы соединены, мы сильны, мы крепость Божья, мы один народ, Господь. Мы выйдем, и мы все преодолеем, мы перейдем. И преломляя сегодня лишь знак того, что мы часть одного, мы члены одного, я преломляю, Господь, с благодарением, но в знак того, что это никогда не раздельно, это духом едино, Господь, чтобы каждый мог взять свою часть и с благодарностью помня о других. Мы будем принимать вечерю Господню. И также я беру чашу, чтобы просить, благословить чашу Господню. Господь, благослови, чтобы мы верой могли принимать кровь Сына Твоего, Бог, которая была пролита до создания мира, Господь, которая была пролита, когда евреи выходили из Египта, и так ныне, Господь, как она была пролита 2000 лет назад, и сегодня мы принимаем ее, текущую с Голгофы, текущую в нашу жизнь, дать нам силы, дать нам жизнь, чтобы мы помнили о Тебе, Господь, мы помнили друг о друге, и чтобы мы с благодарностью принимали, Господь, что принимая чашу Твоей крови, мы принимаем жизнь, что в нас будет Твоя жизнь, в нас будет Твоя сила, сила праведности, сила святости, сила все преодолеть, Господь, сила не отступить, сила не сдаться, сила не предать, Господь, друг друга, и, Господь, не предать Тебя. И Ты, Господь, не оставишь нас в Своей милости и благодати. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословили хлеб, мы благословили чашу, драгоценная церковь, и каждый вы на своем месте, с верой в вашем сердце, по вере, потому что все, что не по вере, грех. Когда мы делаем это с верой, мы радуемся, принимая хлеб. Я предлагаю вам принять сейчас тело Христово, это тело Господне, ломимое за нас. И мы в одном теле, мы с Господом и друг с другом. Аминь. И также я предлагаю вам принять вечерю Господню, Его кровь, которая омывает нас от всякого греха, дает нам жизнь и дает нам радость. Самое главное, я хочу сказать, радость пусть никогда не отойдет от вашего дома, от ваших сердец. Мы с радостью преодолеем все трудности, даже если будет самые печальные, самые ужасные трудности, выше всякого ужаса, Господь, который с нами, дающий нам радость, потому что Его жизнь, Его сила крови, она в нас. Принимайте с верой и с радостью
чашу его крови. Аминь. Пусть Бог благословит вас, драгоценные. Пусть Божий шалом будет на всей этой неделе, Божье обеспечение, Божья полнота и радость, и мы будем славить Господа еще. Аллилуйя, Отец. Знаю я, где царит благодать, где могу милость я ожидать. Там любовь Твоя, Господь, омоет вновь святая кровь. У креста отдаю я себя, преклоняюсь пред Тобою. Света крови любовь пролилась за меня, восхищаюсь я Тобою, Иисус. Там мой стыд и всякий грех лишился сил. Там мой Бог распятым был и победил. Там любовь Твоя, Господь, омыла мой вновь святая кровь. У креста отдаю я себя, преклоняюсь пред Тобою. Света крови любовь пролилась за меня, восхищаюсь я Тобою. У креста отдаю я себя, преклоняюсь пред Тобою. Света крови любовь пролилась за меня, восхищаюсь я Тобою, Иисус. Здесь надежда есть, здесь бегу к Тебе, преклоняюсь пред Тобою. Здесь зову Тебя, здесь Ты спас меня, преклоняюсь пред Тобою. Здесь надежда есть, здесь бегу к Тебе, преклоняюсь пред Тобою. Здесь зову Тебя, здесь Ты спас меня, преклоняюсь пред Тобою. У креста отдаю я
себя преклоняюсь пред тобою. Цвета крови любовь пролилась за меня. Восхищаюсь я тобою. У креста отдаю я себя, преклоняюсь пред тобою. Цвета крови любовь пролилась за меня. Восхищаюсь я тобою, Иисус. Благословляю, братья и сестры. Передаю слово Хлопковой Александре. Так, давайте, вот это вот сейчас, да. Давайте мы вначале откроем Второзаконие. Прежде чем мы откроем Второзаконие, поприветствуйте соседа справа, обнимите соседа слева, соседа сверху и по диагонали. Хорошо? Так, давайте мы откроем Второзаконие. Хорошо? Второзаконие, 14 главу. И с 22 по 29 стих я все зачитывать не буду. Да? Но здесь говорится в 22 стихе, чтобы люди, они отделяли десятину от всего произведения семян. В 23 стихе говорится о том, чтобы они ели это перед Господом в том месте, где Бог изберет. Если же дорога будет длинная, куда они должны были прийти, у нас сегодня дорога вообще короткая, кто-то на кухню пришел, кто-то в комнату пришел, да? То они должны были это поменять на серебро, и в том месте, где Бог изберет им собраться, они должны были веселиться и кушать. Угу. Ну вот, 27 стих, давайте мы его прочитаем. Еще раз, вы пока открываете, я напомню. 14 глава Второзакония, 27 стих. Здесь написано так. «И левита, который в жилищах твоих, не оставь, потому что нет ему части и удела с тобою». Угу. 29 стих. «И пусть придет левит, потому что ему нет части и удела с тобою. Пришелец, сирота и вдова, которые находятся в жилищах твоих. Пусть они едят, насыщаются, чтобы...» Зачем это Бог говорит? «Чтобы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать». Угу. Давайте еще откроем. Вот мне хочется 27 стих все-таки заострить, да? 27 стих. «Левита, который в жилищах твоих, не оставь, Бог говорит, потому что нет ему части и удела с тобою». 12 главу откроем, 19 стих. Чуть перелистните, да? 12 глава Второзакония, 12 глава и 19 стих. Написано так. «Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей». Угу. То есть Бог, Он вот все время напоминает народу своему, чтобы народ не оставлял левита во все дни, которые ты будешь жить на земле. Почему Он это говорит? В 27 стихе, в 14 главе Он говорит, в 29, то есть, «Ему нет части и удела с тобою». То есть, когда всем евреям раздавали землю, левитам землю не дали. Это говорит о том, что они не пахали на земле, и у них не было произведений семян, у них на полях ничего не росло, потому что у них поля не было. Так, давайте откроем еще Иезекииль 44. Иезекииль 44 глава. Там тоже Бог говорит, что вот все священники, то есть и левиты и священники, да, 44 глава, 28 стих.
Там написано так: а что до удела их, то есть здесь говорится уже про священников, да? Что до удела их, то я их удел. И владение им не давайте в Израиле, потому что я их владение. Понимаете, да? То есть у них не было земли, как у всех остальных колен Израилевых. Почему? Потому что Бог сказал: им земли не давайте, потому что я их владение. И пусть они кушают от хлебного приношения. 30 стих, тут написано: начатки всех плодов всякого рода приношений, из чего состояло приношение ваше, принадлежат кому? Священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику. И дальше Бог говорит: чтобы над домом твоим почивало благословение. То есть, когда мы поддерживаем левитов и священников, которым Бог не дал удела, которые должны заниматься чем? Они должны пасти стадо, они должны кормить стадо, они должны за него молиться, консультировать, они должны учить, они должны быть в слове, они вообще в их должностные инструкции входят быть в духе. Если они будут не в духе, это мы тогда, нам всем будет плохо. И вот смотрите, очень как бы Бог все время подчеркивает: не оставляйте их. Как мы их не оставляем? Мы не оставляем, когда мы жертвуем на дело Божье. Аминь. И вы знаете, вот сейчас такое время, что мы как бы собираемся по домам, но слава Богу, что у нас есть, мы можем наши добровольные пожертвования перечислять через различные, ну вот эти вот, на карту и так далее. Это очень удобно. Поэтому сейчас у вас на экране появится картинка с местами Писания. Внизу вы там увидите карту, которая привязана к телефону. Также в группе WhatsApp тоже есть номер карты, куда вы можете это все перечислить. И вот вы, наверное, у вас уже появилось, да, на экране, да, что не оставляй левита во все дни, которые ты будешь на земле твоей. И тогда у нас что Бог тогда сделает? Чтобы над домом твоим почивало благословение. Вы знаете, вот когда мы будем все собираться, уже все это пройдет, вот это вот время, да, я потом, возможно, когда Бог даст тот самый, за эту неделю у нас произошло 2 финансовых чуда. Для меня это было чудо, что не выходя из дома, Бог может делать финансовые чудеса, понимаете, да, ну, это сейчас не буду этим, но чуть попозже. И для меня это так здорово вообще, что Бог, Он, даже когда видит, что мы вот так находимся по домам, Он все равно делает чудеса. Поэтому нам нужно следовать точно по слову. Хорошо, не оставлять левитов, не оставлять наших священников во все дни, которые мы будем жить. И тогда Бог, что Он нам сделает? Он над домом нашим будет почивать благословение. Поэтому, дорогие, давайте мы будем жертвовать на дело Божье. Будьте благословенны. Аминь. Все? Аминь. Тогда можете сейчас переводить, или если вы сфотографировали, и у нас для вас есть еще одна песня. И потом вы можете ставить чайники, накрывать столы. Будем в конце пить вместе чай, общаться. Дорогие друзья, поздравляю вас с этим светлым праздником, Пасхой. И на самом деле в корне этого праздника есть трагичность, есть какая-то боль и переживание, которые мы переживаем, когда мы думаем об этом всем. И мы недавно тоже смотрели сериал о том, как Иисус сдался, но победил. И в итоге все равно есть победа у этой грустной истории, возможно, да, есть счастливый конец, что мы теперь свободны, и Господь, Он как агнец, Он также и лев. И я хочу подарить вам эту песню. Идет на облаках, склонится перед Ним земля. Оковы все падут, в то время как звучит хвала, станет на пути у Бога. Наш Бог лев
готовим путь ему. Идет освободить людей, измученных в плену, станет на пути у Бога. Наш Бог не будет велик в своей силе, за нас Он воюет, пред Ним враг бессилен, склонятся перед Ним народы. Он агнец небес, за нас был распят, на себя взял весь грех, узы рабства порвал, все колени склонятся пред именем Его. Агнец Он и лев Иудей. Встанет на пути, станет на пути у Бога, станет на пути у Бога, станет на пути у Бога, станет на пути, станет на пути у Бога, станет на пути у Бога, станет на пути у Бога, станет на пути наш Бог лев будет, велик в своей силе, за нас Он воюет, пред Ним враг бессилен, склонятся перед Ним народы. Он агнец небес, за нас был распят, на себя взял весь грех, узы рабства порвал, все колени склонятся пред именем Его. Агнец Он и лев Иудей. Наш Бог лев Иудей, велик в своей силе, за нас Он воюет, пред Ним враг бессилен, склонятся перед Ним народы. Он агнец небес, Он агнец, Он агнец небес, за нас был распят, на себя взял весь грех, узы рабства порвал, все колени склонятся пред именем Его. Агнец Он и лев Иудей. Спасибо, Влади Федосеенко. Поздравляем еще раз вас с Пасхой. Сейчас я включу всем звук. Точнее, я сделаю возможность вам включить его самим. Нет, все, я у тебя права забрал. Я хотел еще сказать пару слов, прежде чем я включу всем звук. Друзья, если кому-то было мало сегодня прославления, поднимите руку, чтобы я знал. Что-то никто не поднимает. Так. Раз, два, три. Меня слышно? Меня? Во, пошли руки. То есть связь такая, да? Угу. Давайте сегодня вечером встретимся на этом же месте, вот, в 9 часов. Часик прославим, попоклоняемся. Ну и потом у нас молитва с 10 до 11. Ну, обычно. Я не знаю, сегодня она будет, не будет. Если будет, то пусть будет. Как она будет. Вот. Ну, в общем, раз в 3 дня я могу вот вечером час вот уделять, и мы можем вечером с вами поклоняться. Вот это здорово, то, что мы можем встречаться вот даже в таком режиме. И вы представляете, как люди сейчас будут счастливы, когда выйдут на улицу. Ну, или я даже сейчас счастлив пойти, сходить в магазин зачем-нибудь, ну, купить продукты. Как классно на улице, как здорово вообще погулять. То есть, ну, вот просто люди присытились к этому, да, и они уже не замечают, как здорово на улице. Вот, поэтому давайте общаться, пить чай, наливаем себе кружечки и включаем микрофончики. Я сейчас всем включу, но вы сами, наверное, отключайте. У кого там на фоне, не знаю, машины ездят, там еще что-то, потому что тут каша такая получается. Если каша будет, я опять всем отключу эти микрофоны. Давай уже включай. Шалом, шалом, всем шалом. Всем шлем шалом.
Шалом, шалом. Привет всем! А вот Благословенный народ Бога. Что жмем? Светлана Федотова, покажи свое личико. Яна! Яна, ты слышишь? Привет! Привет! Женя видно уже.